Добрый день, уважаемые друзья! Мы снова в Огинском национальном музее встречаемся с вами. Повод сегодняшней нашей встречи явилась вот эта книга. Автором этой книги является Даштандак Бальжитович Батоев. Я тут читаю на тыльной стороне два автора. Даштандак Бальжитович Батоев и его сын, тоже медик, доктор медицинских наук, Сергей Даштандакович Батоев. И вот вышла книга «История рода Бадмаевых, основоположников тибетской медицины в России». И так же, как и в прошлом году мы читали Камбожаб Цыбикова книгу «Буддист, паломник святынь Тибета», мы точно так же прочтем и эту книгу о Петре Бадмаеве. Петр Бадмаев это был выдающейся личностью вообще, но в годы Советского Союза, во времена атеизма, имя Петра Бадмаева наложено было табу. В этой книге все сказано. Как основатель действительно тибетской медицины живет и работает в Петербурге. Даштандак Бальжитович, он является автором еще одной книги. Мы в музее проводили это мероприятие по презентации его книги о здравоохранении, об истории здравоохранения нашего Огинского округа. Кто такой Даштандак Бальжитович? Он кандидат исторических наук, врач, акушер, гинеколог, председатель научного общества историков медицины Республики Бурятия. И дальше тут идет его краткая биография. Это мы пройдем. Я все это начитаю. И его сын, доктор медицинских наук, профессор кафедры гуманитарных наук Института социальных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации. Вот такая вот книга «История рода Бадмаевых». Тут надпись самого автора окружному, он сказал, краеведческому музею. Многие старые люди привыкли называть наш музей по-старому, краеведческий, хотя мы ныне немного имеем другой статус, национальный. Не беда. Вот так вот выглядит титульный лист этой книги. И книга состоит из 4 глав. Глава 1 – это история рода Бадмаевых. Вторая глава – это родственники Бадмаева среди нас. 3 глава – это родословная семьи Мунтаровых из Саптаная и фотогалерея 4 главой. Тут, в фотогалерее очень много таких фотографий. Но с этими фотографиями я вас ознакомлю в процессе начитки этой книги. Вот примерно так. И я ознакомился немножко, полистал эту книгу, и мне показалась эта книга очень интересной, потому что о Петре Бадмаеве не так много информации у нас, а эта книга, данные добыты в архивах, в достоверных источниках, я надеюсь. И поэтому мы начнем читать эту книгу. И хочу напомнить, что когда мы читали книгу Камбожаб Цыбикова, мы выпускали 3 части в неделю, в понедельник, в среду, в пятницу. И эту книгу тоже будем также читать, в понедельник, в среду и в пятницу. И желаю приятных слушаний этой книги. Итак, начинаем знакомство с книгой Даштандак Бальжитовича Батоева «История рода Бадмаевых, основоположников тибетской медицины в России». Как видим, книга издана в 2022 году в Москве. Читаем
Предисловие полностью. На основании впервые введенных в научный оборот государственных архивных источников и анализа существующей историографии, а также личных материалов жителей села Топтанай и других населенных пунктов Агинско-Бурятского округа Забайкальского края, Республики Бурятия и Санкт-Петербурга написана данная книга. Авторы старались показать все источники в доступной и последовательной форме. Конечно, сегодня многие родственники Бадмаевых живут и работают в Америке и в других странах мира. Но все же основная масса представителей генеалогического древа проживает в Агинском-Бурятском округе, а также в Республике Бурятия и в Забайкальском крае. Авторы, насколько позволили имеющиеся материалы, поведали о них. Надо признать, что многие из родственников даже не догадываются о том, что являются прямыми потомками знаменитого рода Бадмаевых. В книге доступно освещена политическая, коммерческая деятельность и практическая работа тибетского врача в России, имевшего и европейское медицинское образование. Издание предназначено для историков медицины, практикующих врачей и студентов медицинских учебных заведений, а также широкого круга читателей, интересующихся историей родного края и страны. А теперь несколько слов об авторах. Батоев Дашидан Дагбальжитович, кандидат исторических наук, врач, акушер-гинеколог, председатель научного общества историков медицины Республики Бурятия. Окончил Читинский государственный медицинский институт в 1961 году. Работал акушером-гинекологом, главным врачом в Дульдургинской районной больнице Читинской области с 1964 года в родильном доме номер 1 города Улан-Удэ. Также работал заместителем главного врача по родовспоможению Республиканской больницы, заместителем главного врача по организационно-методической работе Республиканской клинической гинекологической больницы, народный врач Республики Бурятия, заслуженный врач Российской Федерации, автор 26 монографий, книг и более 200 научных статей по истории здравоохранения Бурятии и Забайкальского края. Вот такой вот наш автор. И второй автор – это его сын Батоев Сергей Дашдандакович, доктор медицинских наук, профессор кафедры гуманитарных наук Института социальных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Министерства здравоохранения Российской Федерации. Но тут еще в скобке указано Сеченовский университет. В 1985 году окончил Томский государственный медицинский институт. В период 1985 и 1995 годов трудился в Новоильинской участковой больнице Заиграевского района Республики Бурятия. Обучался в клинической ординатуре Российской медицинской академии после дипломного образования в Москве. С 2004 по 2008 год заведующий отделением анестезиологии, реанимации детской республиканской клинической больницы Бурятии. Так, дальше вот в 2016 году принят на кафедру истории медицины Сеченовского университета, совмещает работу анестезиолога-реаниматолога, отделения реанимации и интенсивной терапии научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям Департамента здравоохранения Москвы, автор 4 монографий и 70 научных статей по истории здравоохранения Бурятии и Забайкальского края. Вот такие вот у нас авторы. Эту книгу
Даштан Бальжитович посвятил светлой памяти дорогой жены и горячо любимой мамы Ольге Сергеевне Хахаловой посвящается. И открываем первую главу. История рода Бадмаевых. Первый тибетский врач Петр Александрович Бадмаев в России. Тут приведена цитата Готфрида, немецкого писателя, философа, историка. Развитие общества, единственно прогрессивный исторический процесс, включающий в себя своеобразие национальных культур и исторических эпох как качественно самостоятельных ступеней мировой истории. Гердер Иоганн Готфрид, философ, историк, немецкий писатель. Итак, настоящая книга, написанная на основании ранее неизвестных архивных документов, анализа существующих источников, призвана восполнить существующий пробел в историко-медицинской литературе, посвященной теме знаменитого рода Бадмаевых, являющихся основоположниками тибетской медицины в России. Исследования и работа над данной рукописью продолжались многие годы. Мы полностью отдаем себе отчет в том, что являемся врачами с многолетним стажем европейской медицинской системы и поэтому не можем претендовать на исключительное знание многовекового института буддизма и тибетской медицины. Мы исходим из позиции, что на современном этапе мировой истории наблюдается все возрастающий интерес к буддизму и буддийскому искусству диагностики и исцеления со стороны населения России и Байкальской Азии, служившей наряду с Индией, Китаем, Тибетом и Монголией, по выражению Петра Бадмаева, ареной и колыбелью его представителей. Перед вами многолетний труд известного историка медицины, исследователя Даштан Бальжитовича Батоева, по крупицам собиравшего и анализировавшего различные источники и материалы. Основное отличие тибетской традиционной медицины от народной медицины кочевников состоит, кроме наличия письменных источников, в широком использовании средств растительного происхождения как местных, так и привозных видов, прежде всего из Индии и Китая, а также и более отдаленных, это даже Византия, Персия, государства Средней Азии. Отдаленность Забайкалья от рынков классического лекарственного сырья особенно остро ставила здесь проблему замещения импортного сырья местными видами. Историческое значение древних харимонголов связано с тем, что они соединили культуры степи и оседлых цивилизаций Восточной Азии. Они первыми в Восточной Азии поняли значение буддизма для интеллектуального развития и явились самыми активными его проводниками. О жизни и деятельности Петра Александровича Бадмаева написано немало интересных строк. Однако полных опубликованных материалов о генеалогическом древе Бадмаевых нам обнаружить не удалось, пишет автор. Безусловно, имеются отдельные свидетельства об истории рода. Следует сказать, что в конце XX века объявлялись родственники Бадмаева из Угдана. Они считали, что Петр Бадмаев, живя в городе Чите, был женат на жительнице Угдана. Так родился, в кавычки, родился сын Бадмаева, от которого появились дети, сыновья и дочери. Таким образом, лже-Бадмаевы проводили конференции в Улан-Удэ, посвященные прославленному роду Бадмаевых. Принимал участие в них один из авторов данной книги, врач Даштан Бальжитович Батоев. Они ездили в Таптанай Агинского Бурятского автономного округа,
снимали репортаж о родственниках семьи Бадмаевых, но все же эти люди получили достойный отпор от истинных, настоящих родственников, в особенности от семьи Цырендаржи-Дамдинова. В итоге была прекращена эта лживая эпопея. Мы же своей целью ставим системный анализ достоверной истории генеалогического древа Бадмаевых. Итак, седьмой сын Тансухан Бадмы, Жамсрын, как известно, он принял православную веру и стал в миру Петром Александровичем Бадмаевым. Восприемником его стал Александр III, а Петр Бадмаев родился в местности Хондай Агинской степной думы. В разных источниках указаны различные даты его рождения. Мы в целом принимаем дату рождения Бадмаева, обозначенную исследователем, доктором исторических наук Кузьминым. Таким образом, Петр Александрович более вероятно родился 11 апреля 1851 года. Согласно исследованиям ученого Кузьмина, Петр Александрович Бадмаев являлся ученым, дипломатом и предпринимателем. Но на этом мы закончим первую часть нашей книги. И далее продолжительность каждой части будет длиться где-то 12-14 минут, не более. Всего вам доброго, до встречи.